Посмотрите, пожалуйста, на условия, в которых мы проживаем. Ободранные обои, сыпется штукатурка. Вот, например, элементарное. Мой старший ребенок спит на этой кровати. Здесь, посмотрите, пожалуйста, какие матрасы. В каких пятнах, что это, я не знаю. Бортиков здесь нет. Я вынуждена поставлять подушки, потому что ребенок ночью падает. Ползают какие-то непонятные жуки. Горячей воды, у нас общий душ напротив, горячей воды нет. Хоть тут орут, кричат, что есть горячей воды, ее нет вообще. Вот 3 дня дети уже не мытые. Я не знаю, что делать, это просто ужас. Мы сюда пришли, у нас был шок, просто шок. Мы не поняли, где мы сначала находились. Потом, когда уже пришло утро, мы уже пооткрывали глаза, шоковое состояние было неимоверное. Внешний вид, условия проживания вообще непригодные для жилья с дошколятами. Есть у нас и крысы, есть девочки, которые жалуются, что прям в коробке бегает мышь, ночью шкребется. Есть вот всякие насекомые, вот мы убили вчера вот вечером, вот эту скалопендру, да, ну, фу, ужас. Вот посмотрите, каждое утро приходят здесь дети и умываются. Вот посмотрите. Вот это состояние, Да, кстати, она чуть не упала от моего ребенка. да, может упасть. Дети находились в неблагоприятных условиях, дышали ну, там серой, да, кислотой серной. Вот. Я не знаю, что у детей может быть с легкими, что у меня с легкими. Вот. Это должны как бы специалисты полностью проверить организм, сделать флюорографию. То есть, а не так, что есть симптомы, проверим, окажем услугу. Нет симптомов, не будем оказывать услугу. То есть ждите, пока вам плохо не станет. Так получается? Я приехала, у меня опухший глаз, у меня пошла аллергия, у меня обсыпала лоб, колени. Я пришла, обратилась в медпункт, мне сказали, выписали список лекарств, идите покупать. Простите, мы в экстренной ситуации, мы собирались, мы без денег, мы без ничего приехали, что нам делать? Я вот так уже хожу, вот что было, купила вот полегче чуть-чуть. Ничего больше не делается. Мне надо выводить это с организма, за что? Ну, детей у нас в первый день покусали ночью комары. Когда мы ночью сюда приехали, нас заселили там в 211 комнату. Потом мы вот очень сильно просили, чтобы нас переселили. Вот нам разрешили сюда переехать. Ну, здесь более-менее свежее. Ну, мы-то тряпки в руки помыли, вымыли все. Ну, нам лично нравится. Вообще все хорошо, отношения очень хорошие. Было тяжело очень. Мы сидели дома просто, никуда не выходили. Ну, с ребенком дома это очень тяжело. А здесь погулять можно, море рядышком. Здесь очень хорошо. Отношения хорошие. Я приехала сюда с 2 детьми. 5 лет и 7 месяцев. Первое впечатление было вообще ужасное. Мы приехали ночью, как бы, нас сразу тут кинули и вот привели меня сюда. Я не знаю, ни чайник не нагреть, ничего, там все общее. Не постирать, не высушить. Ребенок у меня заболел, ну и я тоже чувствовала вот это все. Воздух этот. Она до сих пор хрипит, вот она заболела. Как это, на пневмонию похоже. Все ходят, только вот говорят, типа вот пойдем туда-сюда, но так никто не подходит. Всем необходимым обеспечиваем. Круглые сутки у меня дежурные врачи. Вот. Сейчас мы начали проводить анализы, брать. Лаборатория работает у меня. Вот. Врачи тесно работают с детьми, которые прибывают с Армянска.